Посольство Азербайджана в Кыргызстане провело официальный прием по случаю Дня независимости Азербайджана. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Кыргызстана, депутаты Джугурку Кенеша, представители госструктур, главы внешнеполитических дипмиссий, аккредитованные в Кыргызстане, представители международных организаций. Вначале прозвучали государственные гимны Азербайджана и Кыргызстана. Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов, поздравляя гостей, отметил, что 28 мая исполняется 106 лет со дня образования Азербайджанской Демократической Республики. Азербайджанская Демократическая Республика – первая республика на Востоке. Она была провозглашена 28 мая 1918 года. С его появлением азербайджанский народ почувствовал себя силу. Правда, его полная независимость была восстановлена через 70 лет, но Азербайджан сегодняшний является правопреемником того Азербайджанского Демократической Республики. Она много чего сделала за короткий срок, и она дала возможность, например, женщинам право на избирание. Первые на Востоке. Даже мы раньше, чем ведущие европейские государства, дали нашим женщинам вот такое право. Была создана армия за короткий срок, банк, университет, вот, и демократический парламент, в котором было представлены все представители народов, которые тогда жили в Азербайджане. На сегодняшний день Азербайджан – это страна с сильной экономикой. В 2011 году Азербайджан одним из первых на постсоветском пространстве избран был непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Страна является местом проведения международных мероприятий, таких как Организация движения неприсоединения, Международный гуманитарный форум, Всемирный форум по межкультурному диалогу. Сейчас страна готовится принять конференцию ООН по вопросам изменения климата КОП-29. Самое главное, республика смогла полностью восстановить свою территориальную целостность, вернуть оккупированные территории и возродить их. Мы долгие годы просили, предлагали мирные решения к вопросу, но, наконец, когда мы поняли, что это переговорные процессы, все остальное, это разговоры для разговоров, переговоры для переговоров, тогда азербайджанский народ в течение 44-дневной войны восстановил свою территориальную целостность и суверенитет. Сегодня Азербайджан развивается. Для Кыргызстана Азербайджан не только братская страна, но еще и государство, с которым установлены углубленные стратегические отношения. Новый импульс отношениям придал недавний госвизит президента Садыра Джапарова в Баку. Сотрудничество между странами наполняется практическим содержанием. Идет строительство 5-звездочного отеля на побережье Иссык-Куля, проинвестированного азербайджанским правительством. Начал работу совместный фонд развития. По поручению президента Азербайджана его уставной капитал увеличен с 25 до 100 миллионов долларов США. На рассмотрении уже свыше 47 проектов. Фонд будет поддерживать как частные идеи, так и госпроекты. Каждый день число проектов растет. Мы каждый день принимаем заявки, обсуждаем, рассматриваем. Вот, на сегодняшний день мы, так можно сказать, мы вышли на финишную прямую. Это в порядке 6 компаний уже мы ведем с ними работу. Я думаю, наверное, в ближайшее время эти 6 компаний получат уже первые, так скажем, заработают наши проекты и получат первые финансирования. Мы не только частные, мы готовы и работать и с государственными, так скажем, с госпредприятиями, с акционерными обществами, с государственным уставным капиталом. Также мы готовы работать с муниципалитетами, то есть вплоть до айлюкмытов, городов. У нас эта практика, то есть наше положение, наша политика фонда позволяет этого делать. Примечательно, что между Кыргызстаном и Азербайджаном не имеется никаких противоречий. Поэтому, как считают в МИДе Кыргызской Республики, нам необходимо объединить наши созидательные усилия и нарастить объемы сотрудничества во благо двух братских народов. Тем более, что диалог между странами приобрел регулярный характер. Государственный визит президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова
в Азербайджанскую республику, состоявшийся в апреле текущего года. Данный визит открыл новую страницу в истории кыргызско-азербайджанских отношений. Знаменательным событием является то, что между нашими странами установлены углубленные отношения стратегического партнерства, что закреплено в соответствующей декларации, подписанной главами государств в ходе недавнего визита в Баку. Уверен, что отношения дружбы и братства будут и далее поступательно развиваться во благо двух народов. Между странами хорошо развита народная дипломатия. В Кыргызстане проживает свыше 21 тысячи этнических азербайджанцев. Этой цифрой и объясняется большой интерес двух народов друг к другу, а культурные мероприятия делают дружбу еще крепче. Вы видите, что Азербайджан построил здесь, в Кыргызстане, парк, школу. И также в этом году Сатыр Нуркужевич с большим визитом, с большой делегацией был в Азербайджане, заложили фундамент, если я не ошибаюсь, в Агдамском районе строительства школы. Во время этого визита прошли Дни культуры, очень большая делегация нашей интеллигенции там была. Были поставлены спектакли как на кыргызском, так и на азербайджанском языке. Да, сейчас планируется провести здесь, в Кыргызстане, уже ответ на Дни культуры Азербайджана в Кыргызстане. Но мы этого не ждем. Диаспора в данное время проводит такие мероприятия совместно с Министерством культуры, совместно с Ассамблеей народов Кыргызстана. Мы проводим концерты, проводим научно-практические конференции. Завершилось мероприятие по случаю Дня независимости Азербайджана праздничным фуршетом в сопровождении выступлений музыкантов и азербайджанских танцевальных коллективов. Екатерина Такамбаева, Мухтарулу Умурбек, ТВ-15. В Москве состоялся торжественный прием в честь Дня независимости Азербайджана. Открывший мероприятие посол Азербайджана в России Полат Бюльбюлёглу рассказал об истории Первой демократической республики на Востоке, отметив, что сохранение и укрепление независимости страны в современный период связано с именем общенационального лидера азербайджанского народа, видного государственного и политического деятеля Гейдара Алиева. Посол подчеркнул, что впервые за долгие годы Азербайджан отмечает День независимости в условиях, когда территориальная целостность и суверенитет полностью восстановлены. Полат Бюльбюлёглу рассказал о процессе восстановления освобожденных территорий Азербайджана в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, подчеркнув, что возрождение Карабаха и Восточного Зангезура стало важным элементом национальной идеи азербайджанского народа. Посол отметил, что там под руководством Ильхама Алиева проводятся масштабные восстановительно-строительные работы и реализуются масштабные проекты. Сегодня по инициативе президента Ильхама Алиева у Азербайджана и Армении появилась реальная возможность для заключения мирного соглашения. Я, как и любой азербайджанец, искренне надеюсь и верю, что все достижения моей родины – это лишь начало большого пути, и несмотря ни на какие трудности, Азербайджан и дальше будет решительно продвигать мирную повестку дня, подчеркнул Полат Бюльбюлёглу. В свою очередь, выступивший на мероприятии заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин отметил поступательное развитие российско-азербайджанских отношений. Мы искренне рады тому, что на основе договоренности, которые были достигнуты между нашими лидерами, президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, наше союзническое взаимодействие, наши партнерские отношения поступательно развиваются во всех областях, сказал он. Он также подчеркнул, что дополнительный импульс этим отношениям придал визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву в этом году. В общем, когда азербайджанская сторона говорит о том, что мирный договор может быть подписан и во время КОП-29 в Баку, в принципе, это не исключает, что этот мирный договор может быть подписан и раньше. Просто надо принять во внимание то обстоятельство, что согласие Азербайджана Армения избрана в бюро климатического саммита, организаторов климатического саммита. И это был компромисс. Азербайджан проводит КОП-29, а группу восточноевропейских стран будет представлять Армения.
Это означает, что делегация Армении обязательно должна присутствовать в Баку. И правильно, чтобы ее возглавлял бы премьер-министр. Это возможно только в том случае, если мирный договор будет подписан до КОП-29 или прямо во время КОП-29. С тем, чтобы такой визит оказался бы возможным. При всех случаях чувствуется, что и в Армении есть понимание того, что особенно затягивать подписание мирного договора в достаточно напряженной международной обстановке не следует. Будем надеяться, что наши ожидания подтвердятся и мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет в скором времени подписан. В город Ходжалы выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами. Семьи, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, выехали в родные края из Городакского района Баку. На данном этапе в Ходжалы отправились 24 семьи в составе 88 человек. Я дала себе обещание, что поеду на свою землю, родину, в свой дом. Пусть благословит Бог того, кто вернул наши земли. Здоровья нашим ветеранам. Царство небесное нашим шахидам. Хотя мне уже 70 лет, я возвращаюсь на родину, где родилась, выросла, вышла замуж и родила 4 детей. Я очень благодарна нашему президенту. Царство небесное нашим шахидам. У меня есть только одна мечта – сыграть там свадьбу моего младшего сына. 32 года я не видел Ходжалы. Я очень взволнован, ведь я возвращаюсь на свою землю, на родину. Отметим, что в Ходжалы с учетом выехавших сегодня лиц обеспечено постоянное проживание 44 семей, 169 человек. Азербайджан и Беларусь к 2030 году поэтапно доведут объем взаимной торговли до $1 миллиарда США. Об этом заявил вице-премьер-министр Беларуси Игорь Петришенко на мероприятии, посвященном Дню независимости Азербайджана 28 мая. Две страны договорились постепенно увеличить взаимную торговлю до $1 миллиарда к 2030 году, сбалансировав потоки экспорта и импорта. Мы решили значительно расширить производственную кооперацию. Наряду с тракторами будем собирать в Азербайджане коммунальную, пожарную и другую технику, а также белорусские лифты, сказал вице-премьер. Он также сообщил, что Беларусь и Азербайджан планируют наладить совместное производство медикаментов и ветеринарных препаратов, а также производить смешанные удобрения из азербайджанского азота и белорусского калия. Вице-премьер напомнил, что в ходе недавнего государственного визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан была расширена двусторонняя договорно-правовая база 9 документами и заключены внешнеторговые контракты на десятки миллионов долларов США. Беларусь готова внести свой конкретный вклад в возрождение Карабахского экономического региона. Одним из главных наших проектов станет создание в Агдамском районе комплексного современного агрогородка, включающего производство и переработку сельскохозяйственной продукции, а также жилье и социальные объекты для работников этого аграрного комплекса и членов их семей, сказал Петришенко. Он добавил, что в Карабахе также планируется построить мультибрендовый сервисный центр для обслуживания белорусской техники. Вот мы включаем, и новый сигнал. Некоторые каналы недоступны. Вот можно послушать музыку. Музыку можно, канал вещания послушать. Это радио девятиклассник Даниэль Анваров собрал за пару минут. Он учится в школе номер 20 имени Гейдара Алиева. А курс радиотехники проходит в STEAM-центре. Его открыли в гимназии Даниэля по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ребята помладше осваивают 3D-ручки и основы логистики, создают пути для роботов. Нужно задавать программу, ходы, чтобы он пришел в определенную точку. Например, я хочу в пиццерию. Я нажимаю 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. STEAM-центр оснащен 3D-принтерами, всем необходимым для 3D-моделирования и роботостроения. В день официального открытия центра, к слову, оно пришлось в канун Дня независимости Азербайджана, дети продемонстрировали гостям уже готовые работы. Это роботы всех видов, изделия, вырезанные на лазерной установке, и электронная карта Кыргызстана. Вместе в карте загорается светодиод, обозначающий какой-либо объект. После чего ученик должен понять, что за объект находится на карте, и ввести с помощью мембранной клавиатуры. А в этом классе испытывают собранные собственноручно дроны. Ребята оттачивают свое умение управления летательными аппаратами и рассуждают, в каких сферах их можно применять. В первую очередь хочется, мне это знакомо, в первую очередь хочется отметить армию, потому что это разведка в первую очередь, во вторую это использование специальных устройств, которые уничтожают технику противника. В случае умного города это помогает для обнаружения, допустим, преступности, так как, допустим, в США используют для этого вертолеты, а сейчас переходят все на дроны. У нас также, скорее всего, в ближайшем будущем будут вычислять преступников с помощью камер дронов. Также это помогает при строительстве для планировки. Погрузчик-доставщик. У этого робота функций много, но главное его преимущество – он может работать в тех местах, где для человека опасно находиться. Например, в местах катаклизмов и природных стихий. Давай. Перемещай его. Центр был создан с целью развития научно-технического творчества детей и молодежи. В Министерстве образования страны уверены, он поможет подготовить учеников к вызовам современного мира. Вся профессия в будущем будет основываться 97% на STEM предметов. А сегодня мы видим, это исследовательский проект, это творческое мышление, это логическое мышление и командно-коллективная работа. Здесь абсолютно нет зубрежки. Почему мы делаем ставку, что должна быть проектные уроки? Дети думают, дети находят, и дети сообща решают какую-то проблему. И вот то, что сказали, для спасения при взрывах, при доставке лекарства, при доставке выявления каких-то экологических катастрофах, вот робот пойдет и поможет. Это действительно так. STEAM-центр был полностью открыт силами правительства Азербайджана. Вместе с техникой школа получила и все необходимые расходные материалы. Президент Азербайджана, уважаемый Илхам Гейдарович, дал указание, чтобы организовать здесь для повышения технического мышления детей, открыть по программе, здесь комнату оборудовать. Вот сегодня мы это уже сделали, открыли торжественно. Спасибо руководству республики, спасибо руководству Министерства образования. Очень на высоком уровне, было присутствие, и мы торжественно открыли, дети нас обрадовали. Это начало только наших двухсторонних отношений в области образования. Заниматься в STEAM-центре дети будут с 1 класса. С уверенностью можно сказать, что этот комплекс станет местом, где школьники смогут реализовать свои самые смелые идеи и проекты. И кто знает, сколько научных и инженерных открытий может быть здесь сделано. Екатерина Такамбаева, Мухтар Улу Умурбек, ТВ-15. Уважаемые телезрители, мы вас познакомим с одним из знаменитых личностей, известным человеком, драматургом, сценаристом, публицистом, журналистом, лауреатом Государственной премии Кыргызстана Амир Гаджилы Пахлеваном. Он родился 29 июля 1959 года в Нахичеванской автономной республике Азербайджана. Отец был врачом, мать – домохозяйкой. Он окончил факультет журналистики Азербайджанского государственного университета. После работал корреспондентом до 1988 года в редакции газет «Бакы» и «Баку».
С 1988 по 90 год работал в газете «Азербайджан Мугалими», а также работал создателем и редактором авторских передач на азербайджанском радио и телевидении. С 1990 года по настоящее время является главным редактором и учредителем газет «Ильхам», «Вдохновение», действующих под эгидой производственного творческого объединения «Итифак Театр». Поэт, писатель, художник, музыкант. Если они являются выразителями духовной сущности своего народа, несут ему слова доброты, красоты, искренности, простоты, отзывчивости, что подпитывает внутренний ресурс человека, расширяет палитру мира множеством оттенков позитивных чувств и действий, делая человека более устойчивым психологически, помогая делать правильные поступки. Амир Пахливан в 1995 году учредил кинокомпанию «Степ ЛТД», где создал ряд фильмов, которые были удостоены премий многих кинофестивалей мира. В 1998 году его фильм «Спасибо» стал лауреатом первой премии в кинофестивале, проводимом в Голливуде. С 2001 года он является членом правления архивного центра «Голливуд». Салам. Как писатель меня очень интересует история тюркского мира, поэтому я написал много художественных книг на эту тему. В частности, меня интересовала история народов Средней Азии и особенно киргизов. Мои книги об эпосе «Манас» и «Земля Великий» вызвали большой интерес у истории и фольклора киргизов. Как известно, Манас – величайший в мире эпос. Произведение является лирическим и поэтическим воплощением духовного единства кыргызского народа с тюркским миром. В своей книге я посвятил баяты образом этого эпического произведения всем топонимам географии Центральной Азии. Манас баятлары написан в жанре фольклора, в нем предоставлены оригинальные художественные образы. Надеюсь, мне удалось сохранить эпический дух. Скорее меня пригласили в Министерство иностранных дел Азербайджана и вручили государственную премию, присланную президентом Кыргызской республики. Затем от имени Кыргызской республики меня пригласили в Бишкек в качестве почетного гостя на международные игры кочевников в Чолпан-Ате. Честно говоря, меня встретили очень тепло. Во время моих встреч с правительственным служащим в Бишкеке Амир Пахливан за заслуги перед кыргызским народом получил, согласно указу президента Кыргызстана, вторично государственную премию. Были обширные дискуссии о работах, которые я написал о народном акын-демократе, певце Тахтакулы Сатылгановой, Юсиф Баласагамлу и об известном писателе и дипломате Чингизе Айтматова. Вскоре после этого меня снова пригласили в Министерство культуры Азербайджана и вручили очередную государственную премию, присланную президентом Кыргызской республики. После выхода в свет моих книг «Тюркский султан Нурсултан» и «Эмир Теймур» об президенте Казахстана. Президент Нурсултан Назарбаев направил мне специальные поздравительные письма и пригласил меня в Астану. Они высоко оценили мои книги. По случаю моего 60-летия Нурсултан Назарбаев прислал мне поздравительное письмо
все эти успехи были достигнуты благодаря моим заслугам перед тюркской историей и тюркским народом. О да, славна вечная песня Твоя имя, о да силы Твоей. Ты гордость страны Кыргызстана, гордость планеты всей. Я пришел не случайно, теперь я здешний. Я не вздыхаю тайно во временном прежнем. На память эта стихия, и даже сейчас воспоминаю края родные, зарницы сквозь годы час. Я гадал, суждено ли мне воспеть, когда и где звезд значки веселее, высокие племя людей. Я думал, слова мои эти, шаг в неизвестнее, как в лунном свете. Дорога небесная, дорога зеленая, которая прилегала туда, где хранится сила. В силах затенная мечту моя одеяло небес украла. Амир Пахливан также писал стихи о своих родных краях. Дай мне Кавказ, ты меня зовешь, Азербайджан, ты меня вылечишь, Азербайджан, душа моя горе. Дай мне Кавказ, высокие горы и мрачность глаз, дай мне Баку, пищу о моей горе, о моем горе, о моей горе. Я стою наверху, на ее вверху, а родину пишу, чтобы забыть тоску, тоску своя, а родина петь, чтобы тоску забыть и любить, и бессмертным быть, петь, где золотая зола, где зла разлом, где гора моя. Самое интересное, что написанные мной произведения издались и в странах Европы. Это была двойная любовь к народам Средней Азии. Моя работа многогранна. Я написал произведения от любви до войны. Много из моих книг изданы на иностранных языках. Книга была моим крылом. С ней я летаю в мир. Книга была моими глазами. Я вижу мир, людей и своих читателей. Книга была моей жизнью. Я была на страницах книги. Книга была моей памятью. До последнего слова свою жизнь я буду помнить в книгах. Только в Украине издано 20 книг. Мэр французского города Нанта Рода Жиль в 2000 году официально принял Амир Пахливана во время кинофестиваля и лично вручил ему награду как победителя Нантского фестиваля. Эти кадры из архива Амир Пахливана, которые были сняты 21 год назад. Напомним, что этот кинофестиваль объединяет в себе 3 континента. Он посвящен национальному кинематографу стран Азии, Африки и Латинской Америки. Проводится он с 1979 года в Нанте, Франция. Человеческие идеи в моих книгах обогатили меня множеством друзей в каждой стране мира. Друзья, которых я завожу, независимо от национальности, религии, являются самым драгоценным благословением в моей жизни. У русских есть красивая пословица: «Судьба посылает нам родственников настолько хороших, насколько друзья выбирают сами». Мои книги, фильмы и друзья познакомили меня с миром. Несколько фильмов, которые я написал и снял, выиграл кинофестивале. Фильм «Спасибо» про наш флаг выиграл Гран-при Голливуда. Мой трехсерийный документальный фильм «Бакинские нефти и братья Нобели» получил Гран-при и 2 медали.
фестиваля «Три континента» в Нанте, Франция. В 2001 году в Департамент по культуре парламента Норвегии прошла презентация фильма «Бакинская нефть и братья Нобели». Этот фильм заложил основу вечной дружбы между мной и знаменитой семьей Нобелей. Его документальный фильм из 3 частей под названием «Бакинская нефть Нобели» получил высшую премию в кинофестивале «Три континента», проходившем во французском городе Нант. В 2009 году в связи с 50-летним юбилеем делегация из Америки вручила Амиру высокую премию «Посол мира». Он имеет 2 сыновей, которые получают образование в Соединенных Штатах Америки. Жена – доктор исторических наук. Работает в Институте истории Академии наук Азербайджана. Амир Пахливан является автором 75 книг, 4 художественных и 11 документальных фильмов. Издатель 10 романов «Бакинский Нобель», «Судьбоносный Нобель», «Иса Марьям Иссонна», «Разлука», «Посол» и другие, которые были изданы в Европе, в таких странах, как Германия, Франция, Англия, а также в Америке на английском языке. Я мечтаю снять фильм о жизни турок Центральной Азии, чтобы пролить свет на связь между дружбой и братством. Это проповедует, что мир и спокойствие являются основным законом для всех людей. В мире, независимо от религии, расы и национальности. Я люблю путешествовать. Каждый раз путешествую и придумываю новые идеи и пишу следующее. Мое хобби – слушать музыку и проводить время на природе. Когда я нахожусь на природе, я начинаю размышлять более философски, отдаляясь от реальности. У меня много мечты, у меня очень много работ, которые я еще не написал. Я верю в величие Бога. Я тоже верю в концепции судьбы. Мой отец всегда говорил о том, что нельзя разрушить птичьи гнезда. А почему же тогда в социальном обществе люди разрушают свои семьи? Ведь человечество должно развиваться и жить. На чужом горе невозможно построить свое счастье. Такое счастье бывает очень коротким. Как же разумные люди могут наносить друг другу настолько зла? Создается такие впечатления, что происходит всеобщая деградация мозга. Природа не принимает таких негативных изменений и не прощает это даже себе. Может быть, так начинается война между разумными людьми и природой. Я думаю, что проведение, строив войну между разумными людьми и природой, тем самым наказывает обе стороны. Но все равно в конце одерживает победу природа. Merhaba ey mehteran. Merhaba mehterbaşı. Meclise seda, yürekler kabarık gözlerde damla. Astu. Millet de beni biliyor. Haydi. Bir tane yeter. Ya Allah.
Türk'ün savaşları geliyor akla. Sen böyle yürürken tuğla sancakla, Türk'ün savaşları geliyor akla. Sancakla Türk'ün savaşları geliyor akla. Sen böyle yürürken tuğla sancakla, Türk'ün savaşları geliyor akla. Aman başım selamet, köketmeden çıktım da haliden. Aman başım selamet, viteste yanısına varmadan halim. Aman koptu kıyamet, viteste yanısına varmadan halim. Aman koptu kıyamet. Arkada bir kurşun yarası, burasına asfalt değil halim. Aman bir tez yanısı, yüreğime ateş saldın, telli kurşun yarası.